Всем привет и дорогие друзья! Выехал сегодня уже после обеда, ну как уже после обеда, это получается где-то 2 часа 30 минут, пол-третьего уже выехал. С утра не получилось выехать на участок, дома был занят, там стрижка и все такое, и помылся, попарился, и Маша, вернее, мне это все сделала, и вот сейчас выехал. А между тем днем целый день, сегодня сестра занималась уборкой, снова жжет вот картофельную ботву. Вот такой костерок, там овраг, оврага есть водичка, и вот ближе к оврагу жжет картофельную ботву там у кабачков и все такое. А я жду, вот Маша хотела выйти, сегодня выйти, убрать морковь и свеклу. И немножко покажу, какой у нас. Вот Раиса Ивановна сегодня тоже остатки моркови и свеклы выкопала свои. Там у нее уже мало оставалось, выкопала. И сейчас вот съездим и посмотрим, какая у нее морковка. Вот морковь у Раисы Ивановны в этом году. Ну, такая мелковатая. Ну, Айда там не дает снимать, как обычно, лает и лает. Вот такая морковка. Не крупная, но и, наверное, лучше, чем крупная, потому что крупная она не сладкая. А эта морковка мелкая, но она сладкая. Как говорится, успокаиваем себе так. Так, остатки свеклы у Раисы Ивановны, она уже выкопала небольшое количество, я показывал. И вот это остатки уже тоже тут немножко. Солнечно, бабье лето, кузнечика поет. А здесь брусника. Здесь брусника, друзья, спелая, сочная. Такая же прям вот темная, такая темная брусника. Тут почистила Настя для... Ну, Маша собрала, а Настя чистила эту бруснику. А здесь уже морковка у... Ну, наша морковка, вернее, Маша сажала, которую свекла и морковка. Вот жду ее, чтобы показать нашу морковку и свеклу. Ну, думаю, такой же урожай. То, что морковь сажали дважды. Первая посадка вообще не зашла. Свеклу сажали тоже семенами. Ну, не знаю, тоже, наверное, мелковатая, но тоже, чем меньше, вот, например, свекла, тем она нравится на вкус. Крупная свекла, она внутри даже и не красная. Вот. Мне не нравится. Вот когда мелкая свекла, она вкусная и сладковатая такая. И морковка тоже самая. Конечно, хранится больше крупная морковь лучше. Но на вкус мелкая. Вот и Мария Олеговна вышла. Тоже много дел дома. Всем привет, Маша. Всем привет. Ну, чуть-чуть такой ролик такой небольшой. Или какому-нибудь ролику дополнение будет. Покажем специально. О! Морковь я с чули перелимишь. Морковка вот первые. Может там покрасивше будет. У Раисы Ивановны мелкая морковка. Не очень хорошая морковка. Ну, может, еще пойдут там. Это с краю ведь всегда так. С краю бывают хорошие. Да не. Почему-то... Из-за чего это зависит. Ну, морковка не хочется показать, но даже и показывать там, как пальчики, да? А может, сорт такой, Маша? Нет. Сейчас побольше наберется в тазу, так покажу объемно. Ну, вот так Маша убирает. Ну, ладно, отвлекать не буду. Может, 2 слова еще о хранении скажешь, как хранишь эту морковь? Сначала мою, потом оставляю на солнце, чтобы высохло все это, а потом складываю в мешки. И у меня хранится это до середины октября, может даже дольше. Даже уже пойдут заморозки, даже и снег пойдет, а я укрываю это все одеялом, и у меня там все это пока вот хранится, пока так. А потом уже опускаю под пол, как говорится. Ну, подвал у нас под пол, под пол такой. И мне вот это пока такие, ну, холодно, минус там 2, 3, 5 градусов мороза, наверное, у меня все еще стоит это на веранде. Так потом лучше хранится, дольше
это хранится. Одним словом, храним на морозе, уже мороз там долго еще, до того, как занести в хранилище, на веранде оно там морозно, даже снег уже падает, как Маша сказала, тем больше, тем лучше, а потом уже в подвал. В подвале там у нас сухо, температура где-то +2, +4 градуса всю зиму. Вот так. Все, Маша убирает, потом уже покажу. А сейчас пока придется это убирать, так что, наверное, погода, наверное, изменится потом. Что-то сказали, дожди пойдут. Лучше в сухую погоду это все делать, конечно. Ну-ка покажи, вот эта морковка более-менее уже. Да, ну, такая. Ну, не крупная морковь, но я уже там показал у Раисы Ивановны морковку не крупную и сказал, что вот мелкая морковь, она слаще и вкуснее, да. Только хрум-хрум. Вроде как первый тазик Маша собрала, и сейчас она это самое моет эту морковку. Ну, а потом уже, как сказала, она эту морковь высушит. И все. Мелковатая морковь. Ну, вот такая, да. На следующий год соберем крупный урожай. Вон столько Маша убрала. Этот кончик, наверное, ну, уже вечер, так она, наверное, зайдет вот сейчас. А там уже Раиса Ивановна на костре отнесла эту ботву с морковью. А ты знаешь? Да, ботву. И сжигает. А ты знаешь, что ботва у моркови, говорят, тоже полезная и вкусная? Раиса Ивановна. Полезная, но мы не употребляем. А почему не употребляешь? Я не знаю почему. Надо употреблять, сказали. Вот зрители много уже пишут, что вот ботва у свеклы, говорит, очень полезная, у моркови там. Ну ничего, это вот выбрасывается. Ты тоже выбрасываешь? Выбрасываю. Ну, вот такой. Для класс для этого. А? Для класс это я не знаю, я не пробовала. Не могу сказать. А что, наверное, салаты какие-то делают? А ты вот на ночь хочешь здесь оставить, да? Да, не знаю, дождь будет или нет. Ну, наверное, ты на сегодня-то закончишь уже уборку, нет? И солнце уже село, так. Мне нужно закончить морковку и все. Свеклу не буду уже убирать сегодня. Немножко А за молоком еще надо съездить. успею. Успеешь, да? Мы покупаем молоко козье, натуральное козье молоко деревенских. Ну, ребеночку надо. Ну, свеклу-то точно уже завтра. Ну, темно уже сейчас скоро уже будет. Эти все мелкие, которые вот в чугуночек, в печку. И как правильно, у нас по-коmu называется пыжем морковь. Потом можно сделать после того, как в печке, как правильно, протушить или что по-русски, как. Ну вот в печке держишь эту морковку в чугунке, она там пропекается или что делает. А потом это сушишь и делают такой паранчу. Ну и репу еще надо, но репу мы не сажали. Но я люблю вот просто вот эту тушеную морковь в чугунке, в печке. Знаете, как вкусно. И жвачку можно, ну, жвачка такая. Дальше эту распаренную морковь в печке сушим, тоже в той же печке сушим, напротив ней сушим. И получается такая жвачка сладковатая такая немножко, дает постепенно сладкий привкус и очень-очень вкусно. Вот. Маша все так и решила добыть эту морковку. Ну, смотрите, какая, это выросла морковка здесь. Вот смотри, опять какая крупная, смотри. О, здесь нормальная морковка. Что там? Тоже морковка длиной, как черенок лопаты. Еще маленькая тебе. Нет, нормально все. О, да. Вообще четкая морковь. Главный огородник у нас. Целое лето на огороде, и сейчас убрали у него ботву, и негде прятаться ему. В ботве морковки он прятался, а ты убрала эту морковь.
Вот. Сколько таких таза получилось? 3, да? 3, 4? 4. А, 4 таких таза. Ну вот самый крайний таз очень крупная морковь. Это нормальная. Ты тоже заносишь куда-то свои? Да, хочу пока. В предбанник тоже, да? А. Вот так. Постепенно, постепенно огород худеет, худеет, худеет. На сегодня закончили. Завтра потом снова мы силаем опять на огород. Свекла осталась еще, свеклу нужно выкопать. Вечер следующего дня, друзья. Как обещала Маша, она на следующий день выкапывает свеклу. Маша, еще раз всем приветы. Это уже такое видео, такое приветы. Короче говоря, днем не смогла Маша, пришлось съездить в райцентр по делам. И она выкапывает свеклу. Средненькая такая свекла, но есть крупные, я видел там. Крупненькие такие. Не мелкая свекла. Свекла точно не мелкая. Ну вот Маша продолжает убирать свеклу. А сейчас я поеду там, покажу рядом с морковкой вчерашней. Она там уже вымытая там свекла. Она вот тазик собирает, потом вымывает и тоже на сушку. А морковь сегодня уберешь, да? Да. Морковь за день она высохла. Раисовна, что ты там так деловая стоишь? Ждешь? Косу. А, косу ждешь. Сейчас, подожди. Ну так ты вытаскивай, что? Сама коса не выйдет оттуда. Ладно, я сейчас съезжу и покажу этот самый свеклу Маши. Подъехал свекле, но очень шумно. Раиса, она там мотокосу включила и косит. Ну вот и все. И Мария заканчивает свеклу, и Раиса Ивановна там подмостки немножко скосила. Лишнюю траву убирает от мотокосу. Ну вот предварительная свекла такая. О, довольно-таки крупная. Есть мелочь, конечно. Ну, я бы сказал, что свекла нормально. Нормальный урожай свеклы, Маша, да? Да. Хороший. Не все крупные, конечно. Мелкие тоже нужны. Мелкие сразу Вчерашняя нужно морковь еще не убрана. приготовить. Не слышно тебя, ты далеко. Мелкие мы сейчас сразу приготовим, сварим. Мелкие сразу приготовим, конечно. Нас уже Раиса на своей свеклой угостила, сварила, и мы сразу натираем, кладем в холодильник, и каждый там ужин, завтрак, завтракаем, ну, гарниру добавляем. Ну, например, вчера у нас на ужин был рис с печенкой, и рис тоже, и свеклу туда еще. Заканчивайте, девочки, работать. Что? Солнце вон на горизонте уже. Скоро за лесочек спрячется. А? Собака еще не кормлена. Ну, собаку накормить и... Все. Кто-то спрашивает, зачем у вас уличная печка топится. О, для таких, ну, под рукой все. Раз, быстренько горячая вода в бачке. И
Все по-деревенски. Видите? Очень удобно. Вот ведь днем катаешься, Я либо... не катаюсь. Я по работе ездила. Да. Вот и все. Районный центр, друзья, у нас 100 километров от нашей деревни. И по делам надо ездить далековато, 100 километров. Ну вот, асфальт, конечно, там, Асфальт сейчас сделали. Вообще Хороший, да? Хорошо, да. ну, Вот а до вот, Большевика. а вот эти 20 километров до Богородска, да, вот эта дорога более такая, ну, Ничего, хорошая дорога сейчас пока. ну, Дождей нету. гравий, да, машина-то, машине все равно не очень хорошо. Гравий летит, шебенка и все такое. Ну, дожди еще не начались, да. Вот такая свекла, друзья. Я считаю, нормальный урожай. Для нас хватит. Лето закончилось. У нас из солнечной погоды. Вон какая погода сейчас, пасмурная. Прохладненько. Вот. Там потом у нас, как посмотрела про погоду, минусовая, градусов -1 показывает. Вот и сегодня потом я собралась убирать теплицу. Георгины у меня еще цветут. Красота. Вот. Они у меня здесь возле теплицы, да, вот были же вот такие заморозки. Они у меня еще не увяли. Пока еще стоят. Красотки мои. Вот. И хочу сегодня убрать теплицу. Раиса Ивановна у нас с грядки все убрала, сожгла весь картофельный мусор. Вот. Чистота и порядок. Ну, кукуруза еще вон у нас не убрана, не прибрана. В этом году кукуруза и не получилась у нас почему-то. Початки вообще ничего нету. В прошлом году хорошие початки были, покушали еще, а в этом году и ничего нету. Ну, вон я уже одно ведро уже занесла помидоры. Здесь второе ведро. Вот. Это нужно занести. Ну, и еще, наверное, будет третье ведро. Помидоры черри. Это отдельно другое ведро буду собирать. Это сразу же, чтобы покушать. Огурцы еще у меня там висят. Ну, это я все сейчас сегодня уберу. В этой теплице у меня черри желтого цвета. Вот тоже, что поспела, то соберу в это ведро же. Ну, это чтобы сразу же покушать. Сразу же кушать. Так, ну, у меня и там видны дыни. Такие желтые дыньки. Домой уже занесла. Надо вот попробовать, спелые или нет. Можно нет кушать уже.
Вот. Одна там зеленоватая такая, а все остальные у меня вон листья-то высохли уже, все. Надо бы это все убрать уже. Может, поспели? И можно уже кушать. Ну вот такие дыни у Маши в этом году получились. Там еще в ведре есть, вот несколько экземпляров выложили на стол. Дыни мягкие, очень вкусные. Мы пробовали уже 2 штуки на пробу, очень сладкие такие. Вот так. Вон у меня уже перец. Перец тоже нужно собрать, даже упал от тяжести. Вот. Ну, потом остались неспелые. Неспелые буду другое ведро собирать, чтобы положить в ящики и в темное место. То, что красные помидоры были, это все я убрала. Ну, здесь еще остались зеленоватые. Это сейчас я все уберу еще. Вот. Я довольна урожаем. Вот. Вот. Значит, теплицу убираем. А потом все вымоем здесь. Вытрем. Все влажное. С раствором. Все вытерем. Вот. Конечно, сейчас все в интернете, все написано. Смотришь, интересуешься, кто как сажает, кто как ухаживает, чем опрыскивают. Вот. И это тоже хорошо. Этот момент очень хороший, потому что когда начинаешь вот, заниматься этим, нужно сначала посмотреть именно, вот, увидеть это, как кусты, например, вот, срезают кусты, как, что делают. А в интернете вот это все показывают люди, вот, как они сами занимаются. И это даже такая большая польза. Вот. Ну и я также смотрела видео. И спасибо, конечно, что смогла тоже вырастить столько много помидоров. Вот. Ну и также смотрю, фитофтора еще у меня. Фитофторы нету. Вот. Потому что подольше, наверное, уже держать помидоры уже, наверное, не собираюсь. И некоторые тоже уже убрали. Из-за того, что у нас потом очень сыро, а эта сырость тоже во вред идет помидорам. Лучше уже будем, пусть краснеют у нас помидоры в теплом месте, дома в темном теплом месте. Ну, вроде как помидоры полностью собрала. И остались только огурцы собирать. Огурцы еще растут. Вон какие еще маленькие огурчики есть. Какие переросшие уже. Вот сколько огурцов еще. Ну, осталось потом убрать эти кусты. Выкинуть кусты. Сухую траву убрать. Сорняки все перебрать, убрать все. Весь мусор, весь все, что здесь у меня вышло, все сорняки уберем. Яблоки еще остались, но это яблоки я буду давать
Умка у нас яблоки кушает. Вот. Ей дам эти яблоки. Ну все, урожай собрали.